Что учитель знает о своем ребенке? Не о детях вообще, а об этом конкретном ребенке, который проводит с ним 45 минут своей жизни. Что его волнует, как он развивается. Если учитель ничего не знает об этом, то как он может улучшить свою практику? В конце третьей четверти прошлого года я провела технику чтения у своих первоклассников. И 7 учеников из 25 прочитали плохо. То есть не соответствовали нормам чтения. И всегда до этого времени я думала, что это зависит от способности ребенка, от типа темперамента, пока не наткнулась на этот бокс. Но к нему я возвращусь чуть позже. Так почему же некоторым детям дается чтение легко и эффективно, а остальным не очень? И ответ всему этому один – нейропсихологический. Это головной мозг человека, который состоит из левого и правого полушарий. За левую часть тела отвечает правое полушарие, а за правую, соответственно, левое. Если межполушарные взаимодействия не развиты, то у ребенка могут быть проблемы с письмом, чтением, памятью и вниманием. Это означает, что эти две области мозга должны активно общаться между собой. Чтение – это самый базовый навык в школе. От того, насколько хорошо ребенок читает и понимает прочитанное, зависит успеваемость по всем предметам. Так вот, в этой самой коробке находится набор техник, которые и развивают межполушарные связи. Овладев основными навыками скорочтения, я начала применять их на своих уроках. И сейчас мои второклассники читают хорошо.